Это был голос из прошлого, который стремительно ворвался на станцию города Микунь. Во главе ретро-поезда последний серийный советский магистральный пассажирский локомотив, собранный еще в 1954-м Коломенским машиностроительным заводом. Здесь все как и положено. Тендер с запасом угля и воды, топка, специальная паровозная бригада и машинист, который словно сошел со страниц старого советского плаката. Это одна из лучших машин в истории конструкторского паровозного дела, уверены специалисты. Старинная махина и за более полувека не растеряла свою мощь и характер. Готова дать фору тепловозу и электровозу. Недаром когда-то она получила прозвище «Генерал» за красные полосы, словно лампасы на боку. Синяя раскраска тоже говорит о породистости железного коня. Изначально, когда в 1954 году выпустили, эта машина работала на участке Ленинград-Балагоя. Она водила красную стрелу. И вот характерная такая раскраска синего цвета, она именно шла для так называемых стреловых паровозов. Потому что красная стрела изначально была синей. Это наследие еще царского времени, так как это был поезд первого класса. А в царской России вагоны первого класса красились исключительно темно-темно-синим цветом. И поэтому все паровозы, которые подавались под красную стрелу, изначально были темно-синего цвета. Ветерана железной дороги судьба изрядно потрепала. После Ленинграда паровоз П-36 отработал на Дальнем Востоке, на Транссибе, водил поезд Москва-Владивосток. После был заслуженный отдых, но недолгий. Из запаса его вернули и поставили в качестве памятника в городе на Неве. За 10 лет локомотив разграбили вандалы. Многие его детали оказались утрачены. И тут он снова понадобился. После восстановления машину вернули в Москву, в депо Ильича. Теперь он вместе с такими же собратьями вводит пассажирские, туристические поезда, выполняет вывозные, хозяйственные и маневровые работы. С собой старинный локомотив привез целую историю Северной железной дороги. Вагон-музей, более 1500 экспонатов, фотографий, документов, вещей 19-20 веков. На входе символично висит станционный колокол. Именно его сигнал объявлял об отправке поезда. А эти рельсы проложили еще в конце 19 века. Может, именно с них 150 лет назад и начиналась наша магистраль. Начали пробег с того отрезка дороги, с которого все начиналось. Это отрезок от Шуи в сторону Иваново. Именно оттуда и начиналось. Это первый участок, который был официально открыт, и в сентябре месяце 1868 года по нему прошел первый поезд. Это является официальной датой образования Северной железной дороги. Сам музей на рельсах появился 16 лет назад. В Коми он частый гость. На этот раз он приехал не один, а с целой делегацией артистов из Ярославля. На площади Микуньской станции развернулась сцена под открытым небом. Песни, пляски, дефиле костюмов – все близко к железнодорожной тематике. Ребята устают, конечно, потому что график интенсивный, в день по 2-3 концерта, плюс между станциями им нужно как-то отдохнуть, поужинать, пообедать там, вот, ну и выспаться соответственно. Последний пункт маршрута ретро-поезда – станция Елецкая. Туда музей и коллектив поехали уже без исторического паровоза, на тепловой тяге. Генерал после Сосногорска развернулся в сторону дома. Машинисты говорят, погостили. Пора и честь знать. Для паровоза с полувековой историей, пусть и еще бодрого, такой большой пробег, аж 3000 километров – непростое испытание. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Йорган, Усть-Илимский район.